коллеги. Так, все, да? Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые коллеги, учителя русского языка и литературы. Вас приветствует Институт развития образования. И мы, значит, сопредседатели Республиканского методического объединения Сергеева Наталья Станиславовна и я, Матвеева Татьяна Петровна. Гостей, которые у нас сегодня приглашены, частично я представлю. Это Леонова Людмила Александровна, председатель комиссии предметной по УГ «Русский язык», Политова Татьяна Николаевна, все забываю, информационно-методический центр ранее, да? А теперь Центр развития образования, но муниципального уровня, да, при управлении образованием. Коренева Лариса Борисовна, заместитель директора, да, вот этого Центра развития образования муниципального уровня. Королева Татьяна Павловна, гость из Сыктывкарского государственного университета, лицей для одаренных детей сельской местности. Да? Так, ну и гости, которые пришли сегодня по зову сердца, надо полагать. Нам, значит, спасибо, что пришли. Мы здесь теперь не одиноки. Значит, сегодня мы взяли очень важную, очень актуальную тему, и тем не менее самую, наверное, пожалуй, пока темную область нашей деятельности при внедрении федерального государственного образовательного стандарта на уровне основной школы. Будьте добры. Значит, переключать у нас вот здесь, да? Вот так, да? Так, я здесь просто напоминаю вот этот пункт из федерального государственного стандарта о системе оценки достижения планируемых результатов. Здесь написано то самое главное, чем мы руководствуемся в создании систем оценки и также контрольно-оценочной деятельности учителя. Здесь написано о том, что у нас входит в контрольно-оценочную деятельность, что такое комплексный подход, что такое оценка динамики, что такое разнообразные методы и формы, ну и что такое промежуточная аттестация. Это то, что написано в основных общеобразовательных программах. И, может быть, учитель вот только там не увидит эти все слова. Но все это должно быть конкретизировано, ну, по-нашему, может быть, не все согласятся, но где-то должно быть еще конкретизировано, по моему мнению, в рабочих программах учителей, но об этом можно позже поговорить. Я бы хотела обратить внимание вот на этот первый пункт, и я думаю, что он нам вполне послужит планом нашей сегодняшней беседы. То есть, что, собственно, система оценки достижения плановых результатов, значит, у нас должно быть включено. Начнем мы с Ларисы Борисовны, которая должна ответить на самый главный, на самый важный вопрос. У меня вчера только курсы закончились, и этот вопрос возникал в течение всех трудных, хотя у нас совершенно была другая тема. Они сказали, что у нас глупо, как в танке. Так они сказали. Откройте нам тайну, зачем нам нужна новая оценочная система. Чем нас не устраивает старая система, когда мы тихо, мирно жили при пятибалльной системе, значит, и ставили отметки за диктанты, за сочинения, изложения. Почему вдруг сейчас должно быть что-то измениться? Вопрос все-таки по пятибалльной системе, да? По пятибалльной системе отметочной. Их это волнует? Их все волнует. То есть они не, вот сейчас они тоже находятся в ситуации вроде бы как внедрение, да, стандарта. Они тихо, мирно используют эту старую оценочную систему. Все делают вид, что это такое вот негласное такое разрешение. И они говорят, а почему вы дальше так не живете? Ну, надеюсь, что я поняла вопрос, пытаюсь на него ответить. Наверное, уважаемые коллеги, может быть, вот, внедрение нового стандарта, сложность внедрения связана с тем, что впервые так четко обозначено 3 группы планируемых результатов. И у нас тоже, наверное, первый вопрос, который возникает, ну как должны оценивать? Вот личностные результаты отдельно от метапредметных, там есть познавательные, регулятивные, коммуникативные, отдельно от предметных, или все-таки это какая-то взаимосвязанная структура? И, наверное, первый аспект, с которым встречается учитель, что когда он идет на урок, он идет с какой-то из группы этих планируемых результатов или со всеми вместе. И что он будет в итоге оценивать? То ли он будет оценивать привычные ему предметные результаты,
и, может быть, даже не посмотрят, с какой формулировки они сегодня в новых стандартах. Они уже все вышли на формулировку все-таки умений, да? То есть ребенок чему-то должен научиться. И если мы внимательно проанализируем эти планируемые результаты, то там умения все преломлены через призму метапредметных, по крайней мере, познавательных точно умений. В русском языке и литературе более чем уверенно и коммуникативных, и личностные планируемые результаты через предметные тоже проследить можно. И поэтому вот первая сложность, с которой мы встречаемся, что когда учитель оценивает предметные планируемые результаты, он еще и оценивает и метапредметные планируемые результаты. Ему нужно научиться это видеть. Сегодня еще мы, наверное, далеки от этой практики. Второй аспект, и вот это в контексте комплексного подхода к оценке. Вроде как мы проверяем умение применять правила, но при этом мы еще что-то проверяем. Другой вопрос, есть еще в том же образовательном стандарте или в примерной программе говорится о том, что мы проверяем только то, чему учим. И поэтому тут, наверное, тоже есть моменты, которые требуют рассмышления, рассуждения, а чему я учу, что скрыто в этом планируемом результате, какие действия внутри него скрыты, которым я должен научить ребенка. И если я этим действием научил, то тогда я могу говорить, что я могу проверить достижение этого планируемого результата. Если я же этим действием не научил, тогда я даже морального права проверять их не имею. Еще один аспект, может быть, трудность или вопрос, на который отвечает каждый учитель при работе над новыми стандартами. У нас есть такие регулятивные универсальные учебные действия, в которых действия контроля и оценки заложены как действия учащегося. И получается, что у нас контролирует и оценивает учитель, но еще должен контролировать и оценивать себя ученик. И эти процессы должны как-то соотноситься. И, конечно, любой учитель в своей системе оценки сегодня находит ответ на вопрос, а как эти процессы у меня организованы? Как я контролирую и оцениваю, и вроде как должны контролировать и оценивать дети. Поэтому система контроля и оценки, которая выстраивается, она выстраивается учителем так, что в ней находит место самоконтроль и самооценка ученика. И если это место находится, тогда можно говорить об оценке индивидуального прогресса. И вот эти ответы на эти вопросы, наверное, если они стоят перед учителем, когда он читает, и ставит учитель перед собой, когда читает новый стандарт, они дадут ответ на вопрос, чем же отличается та система, в которой я всегда контролировал результаты учащихся, и та система, в которой сегодня будет актуальна и затребована. И в этом аспекте еще, может быть, на что нужно обратить внимание. Ну, есть такое негласное, может быть, и даже гласная позиция. Мы оцениваем для чего? Для того, чтобы сконстатировать факт или для того, чтобы понять, а что еще отработать? Как сделать так, чтобы результаты наших учащихся стали лучше? Поэтому сегодня система оценки, да и всегда она рассматривалась, наверное, как элемент управления качеством. То есть мы хотим качество повышать. При этом результаты ГИА-ОГЭ говорят, что мы, в принципе, все время получаем приблизительно один и тот же результат. Значит, мы его не повышаем. То есть ресурс, который сегодня у нас имеется, там, технологический, методический, предметный, он вот такой, какой есть. И пока мы не нашли того пути, который сопряжен с тем, чтобы как-то повысить это качество, как-то сделать его более весомым, да, получить лучшие результаты на нашей государственной итоговой аттестации. Ну, поэтому, наверное, есть над чем подумать. А что касается отметочной системы, 5-бальная она, 100-бальная она, это есть только фактическое выражение конкретного достижения планируемых результатов. И вот видеть эти планируемые результаты, понимать конкретно про каждый планируемый результат. Я его освоил на уровне ученика, а на уровне учителя я научил детей этому. Вот это, наверное, та задача, которая перед нами сегодня стоит. Дифференцированное видение планируемых результатов, дифференцированная оценка достижения каждого планируемого результата, ну и выбор какой-то отметочной системы, которая покажет уровень достижения. Вот если рассматривать 1, 2, 3, 4, 5 как уровни достижения, тогда 5 – это 5-й уровень, 4 – это 4-й уровень. И эти уровни чем-то друг от друга должны отличаться. Значит, нужно опять же учителю понять, а чем они отличаются. Довести эту информацию хотя бы до учеников, а может быть и даже с учениками определиться, чем эти уровни отличаются. Потому что сегодня, получается, рамки нового стандарта говорят,
надо это делать, потому что самооценку и самоконтроль тоже нужно организовывать. И значит, все, что думает про оценку учитель, должно стать достоянием, в принципе, в каком-то виде и ученика. Если я сумела ответить на ваш вопрос, то я очень рада. Можно уточнить? Правильно я поняла? Вот, значит, сама отметочная система, она отходит на второй план. То есть, Да, на самое фиксацию. главное – это охват планируемых результатов, да, и оценка динамики их достижения. Поэтому вот учитель просто должен теперь отметку немножко на второй план переводить, да? Ее можно рассматривать, да, Ну, на второй план. обеспечить То есть это она вот уже как фиксация уровня. фиксация Полноты достижения тех планируемых результатов. Ну, предположим, у вас 10 планируемых результатов на этот раздел. Значит, на из первый 10 план выходит вот это планируемый результат, да? Как я их охвачу всегда, а потом уже как я при помощи чего и как буду оценивать. Да? Да, но еще, конечно, большой, наверное, вопрос – это те задания, которые мы используем для оценки достижения планируемых результатов. И в стандарте же прописано про типовые задачи. И когда мы выходим на ЯМ, мы понимаем, что один планируемый результат могут разными типами заданий проверить. А типы заданий все-таки представляют для нас тоже определенную проблему. То есть какими типами заданий я проверяю? Проверяю только теми, которые отработаны с детьми. И вот и возникает вопрос, что если в другую ситуацию ребенок, например, итоговой аттестации попадает, а ему попадает другой тип заданий, а он с ним не справляется, значит, да, знаю то умение, которое я формирую, но не дает возможности ребенку действовать в измененной ситуации несколько. Типовые задачи друг от друга чем-то отличаются. Встает вопрос, какие типовые задачи есть в арсенале сегодня учителя, которыми он пользуется. Сначала для формирования, а потом для оценки. Пожалуйста, коллеги, чем вы можете заполнить? Не срабатывает принцип матрешки. Да? Больше. То есть учитель не понимает, что он должен какой результат получить в рамках урока, потом в рамках данной темы, потом в рамках года, то есть мы говорим по промежуточной аттестации, да? А потом, естественно, у нас вся каша заваривается по итогу. Вот это, во-первых, вот такой принцип, да? А принцип, потому что еще и в перечне планируемых результатов, вот по русскому языку, да, на основной ступени, обратили внимание, что идет сплошной планируемый результат. То есть уже там порядка нет. Они даже в обобщенном виде. На первой ступени этот порядок есть. Лексика, орфография, пунктуация, синтаксис, морфология, морфемика, да? Все как в порядочке. И, в принципе, этот порядок можно еще и операционализировать. Каждый планируемый результат. А здесь, во-первых, учителю нужно первым шагом порядок разбросать по разделам. Можно даже разбросать по работе с понятиями, какие темы. Можно работать с информацией. То есть в разных вариантах можно сделать кодификатор. Ну, здесь, наверное, вся проблема в том, что это учитель должен сделать сам. Да, но, смотрите, ведь весь планируемый результат, он очень, так скажем, завуализирован. Его нужно еще понять, что, какие операции, какие планируемые результаты конкретные там вообще содержатся. Но это как раз вопрос компетенции учителя, потому что предполагается, что, в принципе, учитель профессионал способен к этой деятельности. Да? Но, может быть, опять же, могут быть разные вариации. Будем считать, что способен. То есть в разных условиях это делается по-разному. Да, поэтому есть разные взгляды, и тут риск возникает. Да, вот, например, даже наши такие встречи, и вообще, наверное, одна из функций методического объединения заключается в том, что вы предлагаете какие-то варианты. И, может быть, их даже обговаривать. Другой вопрос, что как бы всех мы все равно собрать не сможем, вот, но какие-то формы надо искать. Вот, тот же самый сайт, та же самая методическая копилка. Давайте тогда делиться опытом. Потому что контрольно-оценочная деятельность – это совершенно неисчерпаемый вопрос, наверное, вечный. Вот в какие-то моменты он обостряется, ну вот, скажем, на стадии внедрения уфа голос. Вот, потом может что-то успокоится, если нас на какое-то время оставить в покое, что весьма сомнительно. Вот, но выходить на решение проблем, потому что я прекрасно понимаю, стоит конечный результат, стоит цель. Вот. Его надо разбить по горизонтали, по вертикали, в зависимости от того, с каким ты классом имеешь дело,
какая-то возрастная группа учеников и так далее. Это вообще колоссальная задача на самом деле. Тем более у нас в нашей предметной области русский язык и литература, вот, от которой никто не избавлен, вот, во всяком случае, от русского языка, и мы вынуждены работать независимо от того, какая у нас аудитория, какие классы, вот, со всеми одинаково и одновременно по-разному. И это, в общем, Кстати, никто на это не спорит, да? Просто в рамках нашего семинара я так понимаю, что здесь нужно либо говорить о уже опыте, который у нас есть, либо ставить проблемы, которые у нас наверняка тоже возникают. И одна из проблем у нас сопряжена действительно с тем, что сегодня, может быть, компетентности учителей не хватает, чтобы сделать эту разбивку на годы обучения, на кодификаторы, да, вот внутренние. Управлять качеством. Да, если он не видит этого внутреннего содержания, как он будет управлять этими вещами? Мне прозвучала даже такая вещь, что когда наконец нам дадут. Вот вы знаете, каждый раз мы все говорим, неужели непонятно, что мы это не сделаем? Ну, понятно, что это ведь просто вопрос людей, которые испытывают трудности. Понятно, что здесь нужно объединять тогда лучшие ресурсы. Я думаю, что вот ваше такое методическое объединение, да, наше, ну мы просто из другой предметной области, наше объединение методическое, оно как раз и призвано, как вы сказали, правильно решать эти проблемы и аккумулировать вот этот опыт. Поэтому проблема в развитии класса – это промежуточная аттестация, потому что в тех планах нет планированных результатов по каждому учебному году. Почему? Скажем так, они на год есть, на год еще более-менее разбито, есть планируемые результаты. Ну, по тематическому разделу нет, а промежуточная аттестация тоже темное дело. Я даже не знаю, есть спецификации к этим промежуточным аттестациям, что именно там проверяется, какие формы выбирают учителя. То есть, понятное дело, что это на откуп школы, это компетенция школы, но на самом деле никто не может сказать, ну, что есть еще внешних оценочных процедур, сейчас ВПР, да, для нас это, конечно, палочка-выручалочка, и понятно, что идет потихоньку выстраивание федеральной системы оценки. Да, эталоны уже появляются, и в этом плане есть на что ориентироваться. Можно тут крамольную мысль высказать. Наверное, тут, если бы учитель имел 18 часов, имел возможность 18 часов другой методической работы и всякой разной другой, возможно, бы процессы шли оптимальнее. Сегодня при той нагрузке, которая есть у учителя, наверное, сложно его вообще бедного обвинять в том, что он чего-то не доделывает. Просто физически не хватает времени на эти вещи. Ну, что-то хочет еще сказать по первому пункту направления и цели оценочной деятельности. Хотя я сегодня ограничиваю, мы не говорим сегодня об оценочной деятельности учащихся. Иначе мы тут очень долго будем сидеть. Только Она полностью завязана на компетентности учителя. Вот, например, может быть, кто-то что-то скажет о формирующем оценивании, кто-то имеет опыт и может, например, сказать плюсы и минусы такого. Или формативного, как еще его называют, оценки. Оно и строится на самооценке. В рамках геометрического планирования, в рамках промежуточной аттестации, следующая, так скажем, да, следующая, оно как раз и обеспечивает самооценка, она строится на самооценке, самоконтроле. Как говорится, да, и коррекцию и все остальное. Вот это как раз в рамках тематического контроля в течение года. Вот это и есть формирующее обучение. Ну, я думаю, что здесь можно тоже поспорить, но формирующее обучение, например, в предметной основной образовательной программе написано как безотметочно. То есть, когда, например, в рамках изучения какой-либо темы отметки не ставятся, но ребенок не лишается оценки. Оцениваются критериально его ответственность, либо с местом, или какие-то формы самостоятельной работы оцениваются, но в бальную шкалу не переводятся. Да. Тогда ребенок не боится быть неуспешным в каком-то своем ответе. Да, но тогда нужно, так скажем, добавлять принципы самооценки в достижении, как вы, ребенок знал, вообще, я сегодня чему-то не учился. Или хотя бы в теме, в разделе. Вот мы почему и говорим самоконтроль, самооценка. В этом контроле самооценки, опять же, учет этих всех результатов. Где может вести ребенок, в каких таблицах, предметных фиксациях, где она будет.
Так, чтобы оно было не от случая к случаю, а было постоянным, ежедневным, ну, во всяком случае, урочным, да, по каждому предмету. И это вопрос тоже, где это все? Лариса Борисовна сказала, опыт живых случаев, да? У кого-то есть, и есть эти практики. Тем планирования как раз Планирование из достижения, да, или самооценки. Можно же начать с малого, хотя бы сделать анализ контрольной работы таким образом, по планируемому результату. Почему бы нет? Если задаться, с чего-то же начинать надо. Поэтому можно, когда мы контрольную делаем, мы же под планируемые результаты делаем. Поэтому можно себе представить, что можно ребенку такой лист дать, и он себя оценит. А потом лист куда-то сверить с контрольной работой. Это же средство для обучения детей самооценки. Это можно вклеить в тетрадь контрольную, оставить там, вклеить в рабочую тетрадь. Можно выбросить просто. Ну, давайте тогда, коли мы уже так говорим о планируемых результатах, давайте, поскольку объект у нас следующая с вами тема, объект, да, объектом у нас оценочная деятельность является как планируемым результатом. Давайте мы с вами вот в ситуации такой мы сейчас с вами вот планируемые результаты. Здесь все написано о том, что они должны являться содержательной критериальной основой для разработки как рабочих программ, так и оценки. И, в общем-то, эти строки тоже из стандарта, то есть что, собственно, является объектом оценки, мы с вами знаем. Но немножко, может быть, проблема теперь в том, то, что у нас есть проект новых планируемых результатов, то есть федеральный государственный образовательный стандартов проект, и именно часть результата она у нас изменилась. Приказа нет, хотя с 26 июля, там уже, с 9 даже августа 2017 года прошло много времени, приказ так и не поступил. Мы вынуждены смотреть на то, что там, сравнивать со старой версией, и мы понимаем, что придется работать над своими рабочими программами, над своим календарно-тематическим планированием, так? Потому что мы вынуждены будем это делать, но поскольку приказов утверждения нет, мы, конечно, немножко подвисли со всеми этими результатами, да? И я прошу, Лина, будьте добры, откройте там у меня в папочке, значит, называется, так, секундочку, так, вот, в ГОС сопоставление. Ага, вот это вот. Например, вот такие виды работ на уровне ШНО, например, да? То есть, когда мы берем старый версию, значит, планируемых результатов, проект, да, поскольку вот Лариса Борисовна, она говорит, что, скорее всего, будет утвержден этот проект, этот вариант. Это да? говорят представители. Вот. Я здесь, чтобы вот было видно, да, я взяла только один пункт, да? Значит, что у нас написано в стандарте, дальше что написано в примерной программе, да? И дальше вот в проекте. Вот желтый цвет, значит, что я могу сказать, скажем, мое просто чисто такое даже впечатление по этому пункту: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности, да, говорение, модерирование, чтение письма. Вот то, что раньше было в одном пункте, теперь оно, вот если дальше, Марочка, пожалуйста, ниже, да, вот. Например, информационная переработка текста, она стала встречаться во многих вещах, да. Дальше, посмотрите, даже просто так, там написано мало, здесь очень много. То есть детализация из примерной программы ушла в текст стандарта. И вот, честно говоря, я недоумеваю. Будьте добры, верните назад. Дальше посмотрите, вот, красный цвет – это то, что исчезло. Например, глагол «интерпретировать». Вы знаете, что у нас на интерпретации построена ОГЭ по русскому языку, так, и по литературе. И, тем не менее, этот глагол исчез. Дальше исчезли цели, целеполагание текста, то есть, так. Дальше исчезла, значит, работа с темой, с целью, основными мыслями, основной дополнительной информацией в зависимости от принадлежности к функциональным разновидностям и функционально-смысловому типу речи. Да? А осталось только, посмотрите, видите, красный с этой стороны, формулирование вопросов по содержанию текста и ответа на него. Комментарий остался, я его, правда, с трудом нашла, но совершенно в другом месте, да? А вот интерпретация почему-то исчезла. Но зато
я вот полагаю, тут какая-то недоработка. Вот посмотрите, черным цветом, да, это повторы одних и тех же планированных результатов. Ниже, пожалуйста, спустите. Вот, видите, много раз сказано передача устной и письменной формы, содержание прослушанного и прочитанного, устный пересказ прочитанного и прослушанного. И вот у меня такое ощущение, что здесь какая-то недоработка. Значит, потом появилось то, чего не было, выделение явно скрытой информации, это раньше было в федеральном компоненте. То есть, знаете, вот такое ощущение, что сырое. Поэтому они не принимаются. И если вот так сравнить весь все планированные результаты, то какие-то недоумения возникают по поводу этого. То есть, во-первых, недоумение, зачем надо было детализацию вносить в текст самого стандарта, там было очень компактно, обобщенно, да? А детализация очень хорошо вписывалась в саму примерную программу. Сейчас почему-то вот так вот сделано. Ну, это, во-первых, не принятый пока документ, поэтому да, хорошо. Он пока не может быть, будем относиться как к непринятому. Но обсуждение завершено. Обсуждение завершено. Мы еще видели последний редакции. Он все лето висел на сайте общественных экспертиз, и 26 июля все было закрыто. 26 июля. Да, до сих пор да, не утверждено. Просто переработать. Но, вот, знаете, я понимаю, это не утверждено, но я хотела увидеть, что и вам показать. Куда движется мысль? Да? Зачем нужно было вот это менять? То есть я думала, что там будет принципиально какие-то новые позиции, что-то будет совершенно другое. Да? Но я пока вот вижу только лишь одно. Это желание детализации предметных результатов внести прямо в текст стандарта. Что смешение примерной программы со стандартом. Да, потому что примерная программа, у нее своя функция, она как раз ее очень хорошо выполняла. Эту функцию, детализацию, деление на уровне выпускник научится и получит возможность научиться. Вот здесь вот так. И поэтому вот я, видите, выделила. Вы хотите запугать? Что? Вы хотите запугать сейчас? Нет. Я хочу, знаете, я почему говорю, и чтобы меня слышали, потому что на курсах у меня бывает немного человек, 10, 15, 20, да? И с чем я встречаюсь? А никто ничего не знает. Ни про проекты, ни про изменения, понимаете? Если я здесь не скажу, то где я потом скажу, где я подключусь? Поэтому они хотя бы, может быть, заглянут в этот проект и посмотрят, понимаете? Так. Ну, а теперь давайте перейдем к следующему пункту. Пожалуйста, к презентации. Да. Итак, к содержанию оценки, отметки, вернее, да, давайте мне вернете. Следующий, пожалуйста. Так, значит, вот здесь, когда вот я вас попросила, Лариса Борисовна, да, рассказать, чем удовлетворяет предыдущая отметочная шкала, и вот, пожалуйста, коллеги Фигури, скажите, пожалуйста, вот то ФК-ГОСное, так сказать, представление об содержании оценки, отметки, то есть, да, оно совпадает вот с этим. Вот опорный уровень образовательных достижений, вот то, как здесь написано, что результаты продемонстрированы учеником, свидетельствуют об освоении опорной системы знаний, правильном выполнении учебных действий в рамках круга заданных задач, построенных на опорном учебном материале. Вот это и есть стройка, та, которую мы с вами выставляем в журнале. Повышенный уровень преданного учащийся может выполнять отдельные задания по повышенному уровню. Вот я что хочу сказать. Люди по-прежнему ставят журналы 3, 4, 5. Но какое содержание они имеют в виду, когда они ставят эти баллы? Даже четверка письма, эти свидетельствуют об усвоении опорной системы знаний, но уже на уровне осознанного производного учебного действия, а также кругозор, широта избирательных интересов. Поэтому, когда говорю, что, вы знаете, у нас наоборот теперь больше требований. Больше требований. То есть тройка старая, ее в КГОСном, она совершенно не устраивает как раз-таки. Сейчас эта система пятибалльная, она не устраивает, потому что содержание от отметки совершенно иное.
Мы уже говорим о планируемых результатах. Все же хорошо понимают, что без дифференцированного видения планируемых результатов и типовых задач определить даже тройку невозможно. Поэтому тут вот и возникает необходимость. А что такое? Что за планируемые результаты? Сколько их? Что за учебные действия в них заложено? Поэтому здесь вот полностью вопрос стоит на именно понимании и видении планируемых результатов. Тогда мы их сможем разбить. И на 3, и на 4, и на 5. Не видели, не сможем развить. То есть компетенции школы теперь как раз стоит задача вот разбивки вот этих вот, да, по каждой форме определения результата. Ведь у нас с вами в русском языке отдельные планируемые результаты мы проверить не можем. Отдельно. У нас есть, значит, формы, то есть сочинения. Это совокупность предметных результатов. И что такое теперь сочинение на зачет? Как оно должно теперь оцениваться? Что должно туда входить? Что мы будем считать достаточным, что считать, что это уровень ребенка на свет? Вроде как все уже понятно. Да, нет, как раз Друзья Петровна, все равно, если планируемые результаты, которые вы отрабатываете, и только средством является сочинение, да, например, средством, изложение является средством, все равно средство проверки достижения планируемых результатов, то танцуем, извините, мы все равно от планируемого результата. А уж выбор средства, это уже вот одно средство лучше, другое хуже. Мы проверить я могу и тем, и другим. Но я буду проверять достижения именно планируемых результатов. Предположим, у вас умеет называть тему главную мысль. Критерии заложены все планируемые. Конечно. И вы просматриваете, он в сочинении пишет, умеет он основную мысль там формулировать или что-то, умеет он тему раскрывать. В зависимости от тех планируемых результатов, которые вы для себя сейчас выбрали как объект для контроля. То есть они определяют нашу всю вот эту контрольно-оценочную бытность. Вот понимаю, вот я сегодня на уроке вот это сформировал, вот этот планируемый результат сформировал, я его в конце проверю. Через день еще проверю, может быть. В конце тоже проверю. И тогда получается, что я понимаю, что я делаю. Ну, я отвечаю за тот результат. Несколько раз в год будет так проверить. Но у вас же есть средства проверки разные. Индивидуальность может быть. Изложение. Не только. Не только же изложение, как средство проверки. Каждый день, что ли, изложение? Да, хорошо. Там есть. Мы с вами сейчас. У вас есть сочинение. У вас есть тесты. На мелкие. Вот, например, давайте мы с вами посмотрим подробное изложение. У нас есть сжатое изложение, подробное изложение, да? Я не вижу, хорошо ли вам видно, да? Значит, вот у нас есть такой вид работы, форма, проверяемая, значит, проверяемый предметный результат, а именно передачу информации. Причем здесь самое главное передача это точность. То есть проверяется точность передачи информации. Планируемый результат под названием. Да, нельзя добавлять, нельзя интерпретировать. Здесь самое главное адекватно передача. Да? Все информации или основные? Ну, прочитан вместе прослушан, да, изложение. И Да? уже дифференциация, потому что индивидуальность разная. Давайте просто говорить о подробном изложении, как в форме всем известно каждому учителю языка. Хорошо. Вот посмотрите, если ставить тройку в качестве вот именно как отметку, то раньше предполагалось, что оценка 3 за содержание изложения, посмотрите, допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но не задельно фактически неточности, допущены обидные нарушения последовательности изложения, речевое оформление, беден словарь, однообразные употребляемые синтаксические конструкции, встречаются неправильные слова употребления, стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна, ну и столько-то недочетов содержания, это человек недочет. Вот это раньше эта тройка, это было нижний уровень успешности ребенка. Теперь же, если сказать, что вот эта тройка, да, то есть достижение базового, мы же не можем вот то, что здесь написано, считать, что мы на это работаем. Это означает, что в изложении должны появиться новые критерии оценки. И нам их никто не даст. И получается, что каждая школа должна написать свои критерии оценки подробного, сжатого изложения, вообще всех форм определения результата. Не должна каждая, конечно, школа. Это все равно должно быть согласовано, так как формируется единая система. Конечно, есть в этом плане институты педагогических измерений, в частности, на сайте ФИПИ вы, наверное, такой журнал видели, без измерений.
Есть Ну, только так или сжатые иначе, изложения. есть, наверное, если у вас есть такой планируемый результат, точность изложения информации, такой планируемый результат, то значит, этот планируемый результат можно представить в виде действий, которые совершает ребенок. То есть, что он должен уметь, чтобы точно излагать информацию? То есть, что он должен сохранить, что он должен уметь. И тогда, если мы раскроем, вот, что он должен уметь, тогда и критерии будут вот по этим умениям, микроумениям, так скажем. Да? Я умею сохранять, точно излагать информацию, и тогда вы покажете мне вот эти Вот я умения. предложила просто, потому что таких критериев нет. У нас есть только в УГ сжатое изложение. Да, подробное изложение вообще Что за осталось умение? поставить. Да? Я его сделала примерно так же, как по сжатому изложению. То есть содержание изложения и речевое оформление. То есть учащийся владеет аудированием, с полным пониманием содержания, точно передал содержание текста, фактических ошибок нет, последних не нужно. Да? Достаточно точно передал и не передал содержание или непоследовательно изложил и допустил фактические ошибки. Ну и вот, значит, даже если вы скажете, такие критерии мы сами создадим, да? Но опять же, если просто формально сколько-то баллов и считать, что вот если столько-то баллов получил за подобное изложение, то можно считать, что базовый уровень освоен. Но мы знаем также, что по нашим критериям ОГЭ и ЕГЭ там всегда есть такое условие. Если по первому критерию 0, то дальше не засчитывается. Поэтому здесь, конечно, надо подзащитить. Вот я предложила, например, такой, да, что должен базовый уровень изложения 1 ИП и 1 из ИП-2. И ближайшая зона тогда получается, что у него недостаточность речевого оформления не работает и фактическая точность подачи содержания. Вот что является его ближайшей зоной развития. И повышенный уровень можно получить, если 2 балла плюс 2, отметка 5 я написал, за данный вид работы не ставится, так как полное воспроизведение текста является типовой задачей базовой информационной сущности. Вот это как пример. Это то, как вот моя мысль работала. Я не говорю, что вот это единственное. Верно? Ну, скажите, что вы могли бы сказать по этому? Я бы хотела сказать, что здесь надо разделить, во-первых, две вещи. Да? Вот то, что вы объединили в первой части, это передача содержания и последовательность. Нарушена или не нарушена. Как у нас убеждение. Это понятно. Но здесь работают разные действия, разные учебные действия. Вот, допустим, полное представление содержания – это в основном понимание и работа памяти. А вот логика, они точно будут. Нет, просто их развести нужно, потому что разные действия выполняют учебное время. Вот еще раз нужно, чтобы, может быть, моя мысль просто для филологов может быть реализована. Итак, если мы планируемый результат можем разбить на действия, то каждое из этих действий мы можем расписать. Да? И тогда вот нужно представить, какие действия совершает человек, когда он точно передает изложение информации. Какие действия? Потому что здесь, вот, с моей точки зрения, нет совокупной. Наверное, она есть, но вот для меня чисто логически она четко не прослеживается. Так и у ребенка. То есть вроде как, он же учится, ему нужно четко понимать, чему я сейчас учусь, чему я сейчас учусь, чему я сейчас учусь. Какие конкретные действия я осваиваю. Эти действия он и будет в критериях потом видеть. Пожалуйста. Мой первый вопрос. За базовый уровень мы не можем поставить 5 по каким соображениям? Потому что это базовый уровень. А если он достаточно точно воспроизвел... Это когда уже базовый можно так хорошо. Так хорошо можно Отлично. показать базу. Ведь это тот стандарт, который должен обеспечить ребенок. Возвращаться туда, чтобы Да, я все это внимательно посмотрела. Действительно, как сказала Татьяна Павловна, это проверка памяти, собственно. А если вы логически расставить приоритеты, выбрать значимые ключевые или повторную тему, микротему, имеющую дополнительное значение, это что же? Это не только память, это и логика. Мы сейчас говорим о подробном. Ну и в подробном изложении можно... Подробное изложение – это не воспроизведение текста, это не стихотворное
произведение, которое воспроизвел, как было. Не рассказал стихотворение по памяти, как мы иногда используем такой вид работы. Любое, даже подробное изложение предполагает какую-то работу мысли. У нас всегда оценивалась близость к авторскому тексту, и даже это приветствовалось, если читали авторское слово. То есть это все-таки репродуктивная активность. Это репродукция текста. Это репродукция, больше ничего другого. Нет изложения одинаковых. все равно даже одинаковых изложений не будет. У нас в Даже школе просто подробно, выборочно и сжато все. Больше других мы не знаем. Есть еще от третьего лица. да, от третьего лица. лица. Ну и теперь Это по нужно устному собеседованию есть такая форма изложения с дополнительным заданием, когда надо цитату включить. Я только, знаете, почему заговорила об этом и представила вам эту вещь, да, только для того, чтобы вы, ну, как бы вот все коллеги, которые нас слушают, не должны это разрабатывать и придутся сами. Они ведь почему говорят, когда нам вот это все дают? Я говорю, вам никто ничего не даст. Даже вот мы сейчас не готовы вам дать. Мы готовы об этом поговорить, но мы готовы вам дать. Коллеги, вот вопрос не от филолога. Вы способны к операционализации планируемых результатов, которые у вас прописаны? Вы способны их разложить на действия учеников? Потому что вы же этому учите, значит, вы знаете, какие действия там заложены. В этом плане я думаю, что компетентности учителей достаточно для того, чтобы операционализировать эти планируемые результаты. И когда вы сейчас, извините за выражение, рассуждаете о тройках, четверках и пятерках, а вы можете отказаться от них? Вот если так, вот тройка, четверка, пятерка – это всего лишь фиксация того, что я умею, да? Это уровень. А можно ли от них отказаться, но ввести вот эту таблицу предметных результатов, предположим, по точному изложению? Я это умею, а вот здесь у меня еще проблема. Итоговым сочинением. Да? Зачет по одному критерию, Зачет по другому критерию. И тогда у ребенка формируется понимание. Мне не отметка важна. Вы опять перешли на ребенка. Я хотела вас увести. Нет, ребенка нельзя выбрасывать в данном случае, потому что... Подождите. И если у меня, например, 5 есть критериев, по которым 5 действий, которыми я должен овладеть, из 5 я овладел 4, 80%, можно договориться с ребенком о том, что это за отметка. Можно ее формализовать? Можно. 80% это, наверное, 4. Кто-то скажет, это 5. Пусть говорят. Главное, чтобы ребенок понимал, что он умеет, а чего он еще не умеет. И учитель, чтобы понимал, чтобы они вместе понимали это, и получается, после этого делали какие-то движения в сторону, либо меня это устраивает, и я итоговое собеседование пройду, либо меня это не устраивает, я хочу лучше. Либо меня это не устраивает, потому что итоговое собеседование я тоже не пройду. Или потому что я хочу лучше. Да? Да, простите, пожалуйста, у нас уже давно... Простите, у нас уже, не будем лукавить, уже давно трехбальная система. Мы ставим только тройки, четверки, а теперь еще и пятерки будем взвешивать, ставить, не ставить. Тогда будет двухбаль, тогда уже вообще зачет, не зачет. И тогда мы нивелируем просто это все. Все эти различия у нас нивелируются. Так нельзя, так неправильно. Я в свое время еще до введения, еще на заре своего опыта преподавания, я еще когда не было веса оценки, с которым сейчас я не могу иногда справиться, потому что я посчитала, у нас 42 вида работ, только учителей русского языка и литературы. Раньше было устно-письменно и что-то еще. А теперь вот 42, от 3 до 15 баллов. Я совершенно спокойно ставила оценки в десятичных дробях. Я не математик, но я ставила им 2,7, 3,3, и все меня очень хорошо понимали. Естественно, округляла в журнал. Ну а как? Как мы можем вот лишить ребенка желания получить оценку лучше, чем есть? А вы написали, пятерку не ставить, потому что базовый уровень. Но ведь у нас почти все задания, они выходят на базовый уровень. Экзамен ОГЭ, ЕГЭ – это базовый уровень. А куда мы тогда, что нужно делать с заданием повышенного?
Повышенный Нет, уровень сложен для кажется, творчески одаренных детей. Для вот, Татьяна Павловна, интересно послушать, что сделать с теми детьми, которые повышенный уровень. Одна из форм, наверное, работы и подготовки к проведению Олимпиады. Олимпиады по русскому языку, по литературе, если сейчас есть желание. Я могу несколько слов хотя бы сказать по Олимпиаде по русскому языку, по региональному уровню, который сейчас состоялся совсем недавно. Подробно мы излагали, анализ проводили на предыдущем вебинаре. А здесь, если только так позволите, очень кратко. Ну, во-первых, это тоже, наверное, можно считать одной из форм получения результатов обучения, да? Хотя, конечно, это не массовый характер носит, естественно, и здесь мы не можем сделать какие-то широкие обобщения, потому что в Олимпиаде участвуют, наверное, самые одаренные, самые сильные детки, или, может быть, слабые детки, но те, у которых есть лингвистическое чувство, и они могут проявить себя в этом. Но если говорить о содержании, то здесь можно сказать, что излагаются, представляются, наверное, возможность только вот познавательные результаты и отчасти метапредметные, потому что вот этот год, например, отличался по своему содержанию от предыдущих. Каким образом? Меньше стало конкретных заданий и меньше стало заданий по диалектным материалам. Предыдущие годы были очень сложные задания, предполагающие знание диалектов, самых различных. И меньше стало заданий, которые предполагают знание ребенка каких-то вот исторических сведений по древнерусскому, допустим, языку. По одному, но все это было значительно легче, конечно, да. Но в целом можно сказать, что это была проверка, наверное, наличия лингвистических ассоциаций. Дальше, умение логически мыслить в разных, и проверяется чувство языка. Вот я для себя именно это отметила. Если мы говорим об уровнях, то это, конечно, самый высокий уровень, потому что все задания предполагали использование знаний в нестандартных вариантах, предполагали нестандартные задания. Ну вот какие? Хорошо, кстати, детки, это был 9, 10, 11 класс, везде были задания на семантику. Они достаточно хорошо вот на уровне современного русского языка чувствуют дети все-таки семантические оттенки различных слов. Хорошо, кстати, справились с лингвистическими терминами, там были задания. Ну вот 9 класс предполагал антонимы, амонимы, паронимы. В 10-м метафора, метонимия, в 11-м синонимы и супплетивные формы, и не собственно прямая речь еще в одном из заданий была. Вот здесь в основном детки тоже справились с этими заданиями, но это было опять не традиционное задание определить, а была зашифрована какая-то вещь, которую нужно было вот расшифровать, а расшифровать можно было, если только ты знаешь этот материал. Вот оттенки заданий, которые связаны были с историей языка, конечно, труднее поддались детям. Допустим, там вот было задание на определение оттенков значений по источникам 18, по текстам 18-19 века, например, слово «утле» в разных вариантах: утлая вода, утлая изба, утлая скотина, утлый голос. Вот, допустим, утлая изба, здесь только в основном отмечали, что это бедная изба. Вот. А то, что она разоренная, может быть, этого совсем не было. И по истории, конечно, вот были задания такого рода, когда нужно было сопоставить современное слово с какими-то вариантами разных других эпох. Например, слова с корнями «нур», «ныр», «нор». И вот одно из заданий нужно было назвать мрачного человека, а это Нура. Я даже не уверена, правильно ли я произношу. Может быть, это Нура. Не знаю, коллеги, вы знаете это слово или нет. Я не знаю это слово.
устаревшее слово. Но вот интересно было задание по 10 классу, как от 15 века, от слова 15 века приворота дойти до современного шейного платка и название шейного платка на русском и на французском языке. Там кашне еще должно было быть. Да? Вот исторические аспекты тоже были хорошо представлены на таком интересном уровне. Но должна была быть языковая догадка. Вот когда есть это чувство языка, языковое мышление представлено, можно говорить, наверное, о высоком уровне. Во всяком случае, метапредметных результатов. А по современному русскому языку, если мы говорим о знаниевом подходе, то здесь тоже на Олимпиаде, конечно, впрямую вот проверка знаний какого-то там, допустим, сильного управления не было. А это сильное управление, валентное слово, она была зашифрована в разных заданиях. Например, как можно объединить слова там «заступиться», «поступиться» и так далее. Не знаешь валентное слово, не сможешь ответить. Не знаешь понятия сильного управления, не сможешь ответить и так далее. Ну вот на вопрос управления здесь хорошо справились. Там было значение со словом «поздравление», поздравление в значении объекта и поздравление как процесс. И вот разное управление в зависимости от этого контекста. Вот. Труднее было задание по аналогии. Вот если мы говорим о метапредметных вещах на уроках русского языка, вот установление, наверное, аналогии – это одна из метапредметных вещей, действий. Ну, вот, допустим, там надо было разобраться в двух словах – удастся и удастся. Одно нормативно правильное, второе ненормативно правильное. И увидеть, почему вот это вот удастся, как инфинитивная форма, она могла появиться по аналогии с другими вещами. Ну и, наверное, конечно же, трудно было, допустим, сопоставить. Там была попытка представить видение морфологии в современной морфологии русского языка, и как это было представление в тексте 17 века. Но тут мы будем писать, наверное, какое-то замечание. Это было сделано в форме открытого теста, но, на мой взгляд, совершенно неверно, потому что настолько он был открыт там, по одному слову, что невозможно было догадаться по логике проведения этого задания. Поэтому это, конечно, значительно сложнее было. Да. Ну и, наверное, вот нужно сказать, что недостатком этой формы является то, что совершенно невозможно было проверить на этом материале, допустим, такие умения, как в области текстовой деятельности. То есть текст отсутствовал, и текстовая деятельность, она практически не была представлена. А в общем-то все наши результаты, и базовые, и повышенные, они должны проверяться на текстовом уровне. Текстовой деятельности. Ну, были там какие-то тексты, но само работает текст. Кругозор знаний проверенных средств. Причем исследовательского характера. Нет, здесь как раз было исследовательское. Я говорю, вообще все вот эти знания, все то содержание, оно связано с исследовательской Да, совершенно с вами согласна, да. Да. А это и есть самый высокий уровень. Ребенок как-то должен выходить на этот уровень. Наверное, нельзя сказать, что мы довольны результатами, потому что ошибки были самого различного. Именно ошибки были допущены в том материале, который изучается, допустим, даже на базовом уровне. Но я иногда была очень довольна детьми, думаю, боже мой, а как же это они вообще дошли до правильного результата, потому что нужно было знать очень многие вещи из разных. С такими вещами мы встречаемся в своей практике, например, русский медвежонок. Почти на 100% решен. А нормами обычными языковыми ребенок не владеет. Пишет сумма 3. Как это сочетается? Я не знаю. Тем не менее, вот эти факты есть. Так, ну давайте мы с вами продолжим, чтобы не уходить от темы нашего разговора. Так. Ага. Ну, вот я даю вам табличку, в которой объединила, значит, планирование предметных результатов по русскому языку, данные в примерной программе, той версии,
которые есть, да, и вот это то, о чем я говорила, они именно все объединяются в форму. То есть мы проводим, положим, это по литературе, это по литературе, да, какие формы работы мы должны провести в своей деятельности как литератора, для того, чтобы знать, что эти результаты мы все с детьми освоили. То есть отдельно их никак не провести. Конечно, вот там, где развернутый письменный ответ на вопросы, и там, где вот сочинение, анализ, здесь можно все, что написано в сочинении, давать как отдельный вопрос. Например, ценить систему персонажей можно отдельно, да, локально. А потом их переводить потихоньку всех сочинений, да, то есть все, что из отдельного развернутого ответа, переводить в сочинение. И получается так, что учитель литературы в своей деятельности должен что проводить? Устные зачеты, устраивать дискуссии, учить конспектированию, представление публичного доклада, да, участвовать в проектной деятельности, уметь писать аннотации, и все. И если эти формы работы в рабочей программе учителя будут представлены достаточно, ну, скажем, часто, системно, то можно сказать, что все планируемые предметные результаты будут охвачены. То есть мы вот так вот перевести их отдельно в какую-то таблицу предметных достижений, я даже не знаю, есть ли нужда. Она есть нужда, когда формируется это умение. Ребенок же, вот вы взрослые, у вас уже сформировано умение, они пришли, свернулись. Ребенок формируется, у него формируется это мышление. Если мы вспомним теорию, как Перина вспомним, да, то он не может сразу вот это умение в свернутом виде освоить. Ему нужно его осваивать по действиям. А значит, нужно эти действия расчленить. И каждое действие, тем более сейчас современные дети, мне кажется, к этому еще более, в этом больше нуждаются. То есть они маленькими порциями осваивают. Ну, это тогда, когда идет фаза обучения. Когда идет фаза обучения. Наши сочинения, например, сначала обучающего характера вообще не оцениваются. Вот там его обучают этим учебным действиям. Вы спросили, что как это расчленить на действия, а нужно будет, потому что потом оно сворачивается, да. Но сначала в основную школу они приходят уже с тем, что эти все формы работы им так в любом степени своей. И учебные действия тоже свои. Ну прям вот на 100%. Всероссийских проверочных работах дети даже гимназии, я посмотрела, пишут на 50%. Даже там они... Ну, вы поймите, что вот эти планируемые результаты, это для 9 класса. Понятное дело, шаг назад, на уровне каждого года обучения, они будут именно соответствовать уровню обучения. Опять же, скажем, операциональные те умения для того, чтобы хотя бы уметь определять основное воспроизведение. То есть даже вот эти результаты, они все обобщенного характера. Это же понимаешь, что это 9 класса. Это 9 класс. Вот это все для 9 класса. И не определять ему текста, и основное, это уже на первой ступени. Это уже многое уже было сформировано на уровне начальника. Нет, ну кто спорит? Было что-то сформировано, но здесь же поддерживается другой уровень сочинений, другой уровень дискуссий, устных, там, развернутых ответов. Потом все равно есть какие-то вопросы сквозные. Даже если они начинаются на первой ступени, они должны все время идти, та же самая основная. Теория начинается на уровне основной школы. Там у них навык один — читать, писать и звуки буквы, если читать, чтобы охватить все, вот они должны все эти виды работ, которые они должны присутствовать. Отсутствие чего-то, это уже не охватывает. Ой, Татьяна Петровна, у меня очень большое сомнение по поводу того, что девятиклассникам мы научим вести учебную дискуссию. И вообще, самая большая проблема – это вообще развитие устной формы речи. Ты мне сказали, такое, что может быть. И тем не менее, это результат у нас есть. А это работа не одного Да, есть включен раздел аудирования, это как лакмусовая бумажка всего педсостава, и на первую очередь сложно, потому что на сегодня день. Дальше ты у нас приходишь домой, все читают, И все молчат. Все молчат. Так, ну и давайте тогда еще на русский язык. Тоже, значит, обобщенные единицы вот эти планируемые результаты по русскому языку 9 класс, они вполне укладываются вот в эти формы поведения результатов.
То есть ребенок что должен иметь? У нас здесь много, коллеги, только появилось содержательное мастерство различных типов речи. То, что у нас не было раньше в федеральном компоненте. А все остальные, ну, тесты закрытой открытой формы, так, сочинение разных жанров, ну, вот участие в дискуссии, защита проекта, и вообще всевозможные устные зачеты, у нас теперь они просто, скажем так, раньше они тоже были вписаны в федеральный компонент, но проходили, так сказать, инструктировали нашей деятельности. А теперь это должно быть выведено в контроль. Устные зачеты. Знаете, в этом плане вот просто у нас на одних из курсов такая идея появилась. Проведение таких, так как очень много вещей завязано не только на литературе, не только на русском языке, но и на других предметах. Работаем с текстом и везде. И вот то, что вам сейчас предстоит в 9 классах, когда ребенок должен прочесть, что он еще там, пересказать, да, вот это текст и так далее. Создать текст, то тогда нужно найти форму включения в эту деятельность всего коллектива. И, например, проведение единого диагностического такого праздника, дня, событийного диагностического дня, когда школа, в принципе, занимается этой диагностикой. Потому что, посмотрите на эти устные ваши зачеты. Если мы не объединимся, разные предметники, то, наверное, мы эту задачу никогда не сделаем. Учитель просто-напросто там останется ночевать, не только начать жить в школе, но устные зачеты он все равно не примет. Значит, нужно каким-то образом под это дело включать всех коллег, да, и всех озадачивать тем, что дискуссии, речь, она является неотъемлемым компонентом любого урока, любого предмета. Потому что получается так, что русский язык, он становится не просто предметом, он становится универсальным инструментом образования. Да, и, кстати говоря, в многих школах это сейчас выделяется как отдельное направление. То есть русский язык, текстовая деятельность на других уроках. Вот. Более того, сейчас появились исследования, например, если так в самом обобщенном виде, как русский язык, биология, химия, история и так далее. Соответственно, исторический текст, биология и так далее. Немножко это поменяет практику иностранного языка, немного заимствованное из русского как иностранного, из методики. Вот. Но дело в том, что при той утрате речевых умений, которые вот сейчас в современном обществе, то, наверное, нам придется обращаться к этим областям. Потому что иначе никак. И устная компетенция речевая, она должна быть во всем предметом. В том числе включая иностранный язык, кстати, тоже. Потому что это тоже речевая компетенция. Да, то, что вы сказали, это вообще отлично. Это надо вот об этом думать, об этом говорить, и школа обязательно проводить это. Ну, пока у нас это на экзамен выведено, да, в 9 класс устный, поэтому учитель именно филолог. Ну, вот вписано в предметный результат, он просто не может уроки этому не посвящать и не контролирует этим. Вот просто оно вписано в стандарт, что делается. Поэтому сказать, что давайте мы где-то все вместе, ну, я думаю, что каждый учитель будет работать. Если это вписано и физику, математику, он тоже будет свою очередь. Вы языковеды научного места. Дети читают научно-познавательные характера тексты, географию. Они когда они читают, они даже не понимают, о чем читают. Эти все фамилии ученых, они как только не перекажут вверх, где идут. Понимаете? Поэтому на самом деле это работа всего месяца. Без претензий уже можно предъявлять книгу. Как это так, что вы даже не можете прочитать фамилию ученых. Потому что на самом деле, конечно, нужно читать, по-моему, это рассказывали такой случай, когда внутри школьного олимпиады по физике, там, не по физике, по-моему, по биологии. Короче, убрали победителей спустили пониже, потому что в тексте было много ошибок. Вот, сказали, что вот за это нельзя. Поэтому откуда у нас будет понимание текста? Да? И может быть даже просто самого чтения. Вот когда просто дети читают, и выразительно, и правильно, наверное, вот это еще.
Вообще, конечно, нужно думать о том, что урок как форма, он исчерпал свою ресурс. Заметьте, что-то нужно, наверное, другое, какие-то образовательные события наряду с уроком. Я хочу озвучить вообще предметный цель интерната. У нас на хорошем уровне проходят дебаты. И дебаты, они идут по кругу разные от классов там команды. Я хочу сказать, что дети научились составлять доклады, аргументировать ту или иную позицию за, против. Но есть одна проблема. Дети не умеют задавать вопросы и отвечать на эти вопросы. Вот это самая больная точка. Работать с материалом, с источниками они уже как бы могут. Тем более дети такого уровня, более развитые, да, вот. А вопросы задавать, аргументированно на них отвечать, даже такие дети, в общем-то, не могут, им очень тяжело. Они пытаются, но не все получается над этим. Вот для нас задача, мы над этим сейчас работаем. Но вот такая форма все-таки определенные результаты приносит. Дебаты общешкольные. Общешкольный, да. Мы оттолкнулись от вот марафона интеллектуального, который проводится ежегодно, и уже решили, что все классы, начиная с 7-го, должны пройти несколько кругов ада, чтобы не только там по 3 человека там от класса, да, а Возвращаемся к традиции античной, средневековой. ну, а они, в общем-то, сейчас не мешают абсолютно, а даже помогают вот, в том самом развитии речи. Ну, умение слушать — это самый первый планируемый результат. Вот как раз он этому и не учит. В принципе, все тоже. Умение слышать. Они вроде бы слушают, но для них это еще тяжело. Нет вопросов. Есть вопрос, но они формулируются еще достаточно неграмотно, они не умеют выделить основное и потом ответить точно, четко. Ну, есть, конечно, отдельные личности, которые это умеют делать, но вот в массовом порядке, что я наблюдаю сейчас, начинаю работать с этим. Так, давайте мы пойдем дальше. Значит, процедура, условия, границы применения оценки. Значит, здесь речь идет о том, как и где фиксировать достижения формируемых индивидуалов, как вообще отслеживать, что они вообще-то что-то формируют. И, Татьяна Николаевна, вам слово, поскольку, как мы понимаем, журнал теперь наше все, электронный журнал. Пожалуйста, расскажите нам. Уважаемые коллеги, добрый день. Поддержу все тезисы, которые были высказаны по поводу того, что прежде чем мы будем заниматься контролем и оценкой, мы должны с вами разобраться с тем, какие группы умений формируются, в каких разделах. Безусловно, договариваться с коллегами по поводу того, какой вес будут иметь эти умения. Очень хороший тезис был высказан Татьяной Петровной по поводу того, чтобы мы определились в конце концов с тем, какие виды деятельности мы будем предлагать детям для того, чтобы эти группы умений проверить. И, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что у нас в КИС электронное образование есть уже инструменты для того, чтобы, во-первых, выбрать эти виды деятельности, сгруппировать, понять, для какой группы умений они подходят, для формирующего оценивания, для итогового оценивания. Ну и, кроме всего прочего, у нас есть инструменты, которые в какой-то степени могут нам помочь проанализировать эти результаты, хотя здесь тоже есть нюансы, и мы с вами сейчас эти нюансы посмотрим. Уважаемые коллеги, я буду обращаться к электронному журналу, который я веду как учитель, и первое, на что обращу внимание, и сегодня эта таблица тоже была представлена, но несколько в другом виде. Перед вами календарно-тематическое планирование. Если мы с вами понимаем, что первый столбец – это даты, второй столбец – это тема уроков, а дальше мы с вами давайте посмотрим на предпоследний столбец, и мы с вами понимаем, что у большинства из нас этот предпоследний столбец за домашним заданием, который стоит, да, он заполнил по умолчанию то, что мы с вами в КТП заложили. Но на самом деле, коллеги, вот здесь-то мы можем прописывать умения и способы действий, которые были нужны на этом уроке и которые дети осваивали. То есть вот этот вот предпоследний столбец,
он как раз и будет инструментом для того, чтобы в рамках ШМО потом обсудить, кто справляется, кто не справляется. И вот здесь возникал вопрос сегодня уже 3 раза по поводу того, где мне как учителю взять кодификаторы для того, чтобы операционально разложить эти умения. Но на самом деле-то ведь они уже существуют, по крайней мере, в ВПР. То есть мы можем обратиться к спецификации всероссийских проверочных работ и там посмотреть на те умения и хотя бы от них уже оттолкнуться. Красным цветом здесь у меня выделены в кружок те виды деятельности, которые как раз позволяют, например, администратору определить, а действительно ли разные виды деятельности мною здесь на уроке использованы были. И вот если я спущусь чуть ниже в этой таблице, то я увижу расшифровку этих видов деятельности. И здесь Людмила Александровна сегодня уже говорила, да, действительно, учителю русского языка сегодня нужно еще и самому овладеть этими видами деятельности, понять, что значит работа с текстом, что значит ответ на уроки. Кроме всего прочего, коллеги, я не знаю, может быть, это моя точка зрения субъективная, но мне кажется, вот здесь пока работа в электронном образовании, в электронном журнале еще ведется, она не завершена, поэтому здесь виды деятельности смешаны. То есть здесь нет одного основания для разделения, и поэтому здесь есть виды деятельности, которые связаны с речевой деятельностью непосредственно, есть виды деятельности, которые заданы просто по форме, письменная, устная, и тогда в письменном домашнем задании, которое здесь есть, можно вставить все, что угодно, и тогда учителю, конечно, нужно еще поразмышлять по поводу того, что имеется в виду. Итак, уважаемые коллеги, первый инструмент, который позволяет посмотреть, насколько четко выделяет для себя учитель виды деятельности формирующие и виды деятельности, которые можно использовать на итоговом оценивании, это вот как раз календарно-тематическое планирование, которое учитель заполняет. Еще раз повторюсь, он заполняет ведь не только домашние задания, он может заполнить предпоследний и последний столбцы, указал те виды деятельности, за которые дети как раз и получили, ну, к сожалению, пока ту бальную отметку, о которой мы с вами сегодня и разговариваем. То есть он не может их выбрать, он должен завершить их сам. Он выбирает вид деятельности, он выбирает вот в тот момент, когда он заходит непосредственно в даты, то есть в классный журнал, и выбирает конкретную дату. Вот у меня 3 февраля как раз будет работа, о которой я дальше буду говорить. Перед ним, соответственно, и всплывает выбор. Он выбирает из этого перечня, этот перечень очень большой, вот тот как раз либо тематический зачет, который у него будет, либо лексическое упражнение. Мы как раз вот здесь с коллегами разговаривали, с филологами. Я надеюсь, вы этот вопрос тоже поднимаете в своих методических объединениях, потому что, по сути, лексическое упражнение, грамматическое упражнение указано, конечно, для учителей иностранных языков. И тогда наш лингвистический анализ текста не указан вообще. Литературоведческий анализ тоже не указан. Характеристика литературного героя, сопоставительная характеристика. Мы, конечно, можем говорить о том, что это сочинение, это вид сочинения, но и виды сочинений, жанры сочинений тоже не разложены. То есть, по всей видимости, эта работа, может быть, будет продолжена, но, заходя в электронный журнал, еще раз повторюсь, выбирая дату и нажимая на эту дату, конечно, ученик выбирает тип задания. Тип, извините, учитель выбирает, прошу прощения за оговорку. Но вот я хочу показать работу с диагностической контрольной работой. Диагностическая контрольная работа у меня будет связана с сочинением, и прежде всего, в тот момент, когда я выбираю диагностическую контрольную работу, оговорюсь, коллеги, если я выберу сочинение или изложение, я не смогу выйти на протокол работы, не смогу выйти на план работы и не смогу выйти на анализ. Почему-то в сочинении и в изложении, где с электронное образование, такие шаблоны не заложены. Поэтому по умолчанию под диагностической контрольной работой я буду иметь в виду сочинение и изложение. Итак, я выбираю диагностическую контрольную работу. Задание у меня успешно добавлено, и поэтому система просит меня заполнить протокол. Протокол я заполнить не смогу, потому что сначала мне нужно составить план контрольной работы. То есть в тот момент, когда я нажму план контрольной работы, либо система предложит мне добавить задание, либо импортировать. Если у меня уже есть готовый план контрольной работы для лингвистического сочинения рассуждения, я, конечно, импортирую. Но у меня его, допустим, нет, и я буду сейчас добавлять. Коллеги, еще один инструмент, который, в принципе, позволяет нам выйти на элементы содержания и выйти на умения, это вот как раз этот план контрольной работы. Я должна буду выбрать уровень сложности,
повышенный. Я должна буду выбрать максимальный балл по этому критерию, 2 балла. И я должна буду выбрать раздел. Это, конечно, раздел «Речь». Я поставила галочку «Создание текста». И для себя еще отмечаю тот критерий, который я буду проверять в этом лингвистическом сочинении. Это наличие обоснованного ответа. Система позволяет мне добавить тот критерий, который я буду проверять. Ну и дальше таким образом я сохраняю все критерии. Я, безусловно, иду по шаблону критериев, которые есть в основном государственном экзамене по русскому языку. У меня получился план по этим критериям. Я могу редактировать, я могу удалить, если я ошиблась. Итак, план контрольной работы у меня теперь составлен. Я могу его загрузить и отдать коллегам в готовом виде, которые затрудняются его составлять. Но прежде всего план у меня составлен. Итак, теперь я могу уже непосредственно заполнить протокол, поэтому я возвращаюсь в электронный журнал и опять нажимаю значок, который обозначает выход в протокол, и выхожу в протокол. Теперь у меня все критерии для проверки этой работы уже отмечены. Безусловно, здесь критериев у меня сейчас высвечено больше, потому что кроме тех 4 критериев, по которым я буду проверять, собственно, содержание, структуру, последовательность, логичность, я еще буду проверять грамматические, орфографические, пунктуационные и, соответственно, речевые ошибки. Вот теперь в этом протоколе у меня там, где колонка «Ученики», закрыто все, потому что это персональные данные, но, тем не менее, там ученики, конечно, высвечиваются. Что у меня есть в протоколе? Во-первых, указан уровень задания, во-вторых, указана нумерация. Разумеется, у меня будет система подсчитывать количество баллов, и система будет мне рекомендовать оценку. И, безусловно, потом я буду видеть, насколько эта оценка подтверждена или не подтверждена. Коллеги, вы здесь видите уже заполненный протокол по другой работе, по изложению. И здесь вы видите, что несколько детей у меня были отмечены как отсутствующие по уважительной причине, по болезни, но мы же понимаем прекрасно, что с этими детьми тоже нужно отработать, поэтому протокол, конечно, заполнен потом с этими детьми позже, потому что они работу тоже выполнили. То есть это еще и инструмент для заместителя директора, чтобы посмотреть, было отработано или не было отработано. И, коллеги, вы видите, что с одним учеником у меня пока эта работа все равно не проведена. Итак, коллеги, у меня есть план контрольной работы. Этот план позволяет мне заполнить протокол работы и дальше, соответственно, уже работать непосредственно с отметками. Отметки у меня выставлены. Безусловно, они носят пока вот ту 3-бальную систему. Они выделены красным. Почему? Потому что у меня к этой работе есть план и есть протокол. Если нет плана и протокола, просто сочинение, просто изложение, конечно, у меня красным не будет выделено. Теперь, раз у меня заполнен план и есть протокол, я могу идти в МСОКа, поработать с МСОКа. Это просто пример той работы, отметки которой были здесь. Это пример. Только доступ к администратору. Нет, у всех учителей. Абсолютно у всех учителей. Итак, коллеги, если я заполнила план, вот он план работы. Если я заполнила протокол в соответствии со своими баллами, соответственно, у меня выставлены отметки, я теперь могу работать с МСОКа. Еще раз вернусь. МСОКа вот у нас высвечивается у каждого учителя в электронном журнале. Абсолютно у каждого. И вот теперь я могу работать с МСОКа. Я нажимаю МСОКа, муниципальная система оценки качества образования, и у меня выходит вот такой инструмент. Отчеты по классам, отчеты по школе, отчеты по учащимся. Меня интересует отчет по классам. Я, безусловно, могу выбрать, вот у меня МСОКа высветилась красным цветом, я выбираю свой класс, это 9 у меня, выбираю период, это 2-я четверть, и выбираю отчет по контрольным работам. Здесь я сейчас не нажимаю, соответственно, и дальше сформировать. Вот что будет видеть учитель у себя. Он увидит результаты всех контрольных работ за 2-ю четверть по всем предметам. И кажется, но мне зачем учителю русского языка это видеть? Но на самом деле, коллеги, это тоже очень важно и очень интересно. Здесь можно как раз выделить тех детей, вот если говорить об олимпиадниках, да, потенциальных олимпиадниках, мы можем сравнить свои средние баллы с теми средними баллами, которые только за диагностические и контрольные работы получают дети в этом классе по всем предметам.
То есть у меня открывается огромнейшая таблица. Здесь только 2 предмета, а на самом деле по всем учебным предметам открывается таблица. И вот здесь я уже могу провести заседание ШМО с другими учителями и все-таки индивидуально вести детей, которые явно сильны в гуманитарной области. Выделить тех, которые явно сильны в естественно-научной области. Чего греха таить, мы ведь действительно олимпиадников не умеем отслеживать и отбирать. Вот по этому показателю, по предметным результатам. Пока у нас нет инструментов, чтобы метапредметные результаты еще выносить и отслеживать, но вот по этим результатам можем. Итак, коллеги, я выбираю свой предмет, русский язык, и теперь, соответственно, могу в этом предмете посмотреть контрольную работу. Я нажимаю вот эту кнопочку «Контрольная работа». Коллеги, вы тоже можете нажать по другим предметам и увидите, что протоколов там нет, они не заполнены, потому что план не составлен. То есть очень многие просто отмечают баллы, отметки, но не заполняют ни планы контрольных работ, ни протоколы. У меня протокол заполнен, поэтому я могу посмотреть результаты контрольной работы за 16 декабря. Итак, что теперь мы видим? Мы видим, что система сама провела анализ. Она мне показывает успеваемость, она мне показывает, на каком уровне, и несмотря на то, что у меня лингвистическое сочинение рассуждения на повышенном уровне, но система мне показывает, сколько детей справились с этим повышенным заданием, повышенного уровня заданием, вот на этом уровне повышенном, а сколько на базовом. Система мне покажет, безусловно, продвижение этих детей, и это не единственная таблица, с которой я могу поработать. В анализе у меня, кроме всего прочего, кроме этой сухой статистики, будут еще вот такие количественные показатели, но еще, кроме этой все-таки сухой статистики, у меня будут показатели, тоже закрашенные по всем группам умений. И вот как раз здесь оранжевый цвет, он будет показывать, вроде бы как по баллам-то все неплохо. Вроде бы. По сухому остатку по баллам вроде бы неплохо. Посмотрите, сколько у меня пятерок, сколько четверок. Вроде бы неплохо. Двоек нет вообще. Но вот тут-то мы видим, что вот как раз по первому критерию, например, по показателям 2.1, 2.2 по элементам содержания, всего 17% освоения. То есть успокаиваться по этим показателям мне еще очень и очень рано. Хотя вроде бы как четверок и пятерок 70%, и каждому учителю, может быть, бы хотелось достигнуть этого результата в общеобразовательной организации, не в лицее, не в гимназии. Но тем не менее, коллеги, дальше в этом же анализе я увижу вот как раз то, насколько дети справляются с отдельными разделами программы, и могу это перевести в умение. Получается, если мы видим раздел лексика, лексическое значение слова, и посмотрите, сколько умений дети не смогли продемонстрировать в этом смысле. И это еще, безусловно, не окончание. В анализе дальше будут рекомендации по отдельным детям. Коллеги, здесь я закрасила, то есть у меня нет этого элемента, но вы видите пунктик «Провести индивидуальную работу с учащимися». Ну и кроме всего прочего, будут рекомендации по поводу того, что мне повторить. То есть система абсолютно все разложит, выложит, если я план заполню, если я протокол заполню. Но и этого тоже мало. Дальше я могу во ВЗОКа выйти на каждого ученика. И абсолютно по каждому ученику, тоже по предметам, здесь все предметы, посмотреть их динамику индивидуально. Вот здесь во второй колоночке, коллеги, у меня имя ученика закрашено. То есть имени ученика нет. И поэтому в тот момент, когда мы говорим о том, что мало того, что идя на урок, готовя текущую контрольную работу, текущий опрос, тематическую контрольную работу и итоговую контрольную работу. Мало того, что мы должны пользоваться теми инструментами, которые уже в принципе созданы, но еще и готовя портфолио, мы понимаем, вот он инструмент, который позволяет провести глубокий анализ, разносторонний анализ. Ну и кроме всего прочего, коллеги, я эти таблицы могу вырезать
отправить через электронный журнал родителям, что я и делаю индивидуально. Я могу попросить сделать рассылку классного руководителя, в этом смысле мне помогает классный руководитель в этом 9 классе, в котором я преподаю. Но и кроме всего прочего, коллеги, я могу загрузить в портфолио ребенку. Вот мы сегодня поднимали вопрос, а где вот те матрицы предметных результатов, которые он заполняет во время контрольной работы и после контрольной работы, то есть прогноз свой построил, и после контрольной работы посмотрел, оправдался этот прогноз или нет. Мы можем отсканировать и загрузить в портфолио учащемуся. И это еще не финал, коллеги. Вот те разбивки, которые я показывала по, соответственно, уровням, появляются у ребенка в электронном дневнике. То есть, по сути, если это ребенок мотивированный, заинтересованный, и он привык работать с матрицами предметных результатов, он, конечно, посмотрит, есть динамика у него или нет динамика. Коллеги, а я, к сожалению, в этом смысле, может быть, не умею формулировать задания и ставить учебные задачи перед детьми. Я, конечно, динамику детям сама в таблице раскладываю, то есть отдаю в готовом виде, и понятно, что в этом смысле их логика не работает. То есть они не сами сопоставляют, мне приходится сопоставлять. Но, тем не менее, такие инструменты для того, чтобы вести базу данных об учащихся, для того, чтобы освоить разные подходы к анализу контрольной работы, у нас есть. В АМСОКа этот доступ есть у каждого учителя, он просто ограничен вашими классами и вашими детьми. То есть только ваш класс и только ваши детки. В другой класс вы зайти не сможете, система даже не даст вам выбора. То есть только ваши 2 или 3 или 4 класса. Но по ним абсолютно вся информация. И я вот, все жду, когда будет возможность в ГИС электронное образование все-таки раскладывать вот таким же образом, например, работу с текстом. Потому что у нас как бы есть инструмент, который создан Центром развития молодежи города Екатеринбург. И в школах города Сыктывкара, я думаю, что и в школах республики тоже есть опыт работы с этим центром. И нам ведь, по сути, тоже присылают эти матрицы. И очень часто, когда дети начинают участвовать либо в этом орфомарафоне, либо в грамотее, либо в эмо-эрудите, либо в рубиконе, а все эти инструменты диагностические построены на работе с текстом и на извлечении информации. Очень многие учителя говорят, вот когда с ними разговариваешь, вот у вас какой прогноз? Очень многие учителя говорят, ну уж с извлечением информации-то наши дети справятся. И потом, когда мы получаем вот такие вот матрицы и диаграммы, оказывается, что извлекать-то мы информацию даже в явном заданном виде мы не умеем. То есть буквально в смысле слова найти в научно-популярном тексте, что сложно подчиненное предложение относится к виду сложных предложений, даже вот это вытащить в явном виде, но у нас затруднение. Поэтому я думаю, что весь электронное образование в тот момент, когда на уровне основного общего образования пройдет вот как раз этап погружения в стандарт, то есть мы целиком перейдем до 9 класса к стандартам, наверное, такие инструменты тоже появятся. То есть можно будет раскладывать любую работу. Плохо, конечно, видно. Безусловно, плохо, безусловно. Да. Но вопрос у меня все-таки есть. Я Давайте. понимаю, что там загружен контролируемое содержание из ЕГЭ. Они загружены даже не из ЕГЭ, а там есть ведь... Да, не из ЕГЭ, только кодификатор пока из ФК ГОС. Из ФК ГОС. То есть это федеральный компонент. Да. Коллеги, я прошу прощения, вот если мы с вами еще будем заходить в разные виды отчетов, я, например, зашла в прогноз ОГЭ и ЕГЭ. Очень интересно сопоставлять прогноз ОГЭ и ЕГЭ. Знаете почему? Здесь система ориентируется уже не только на диагностические работы, но еще и ориентируется на отдельные виды деятельности, которые привязаны к элементам содержания. То есть я выбираю вид деятельности. У меня были устные развернутые ответы. Но они, допустим, были привязаны у меня на этом уроке конкретно, ну давайте, допустим, к морфологии. И система высчитывает. И вроде бы как по диагностическим работам у меня все перешагивают. А прогноз ОГЭ и ЕГЭ показывает нет. То есть вот по отдельным элементам показывает, вот у меня там выделено фиолетовым цветом, у меня есть барышня, которая идет на 2,8, которая тройку по элементам содержания не может получить. То есть это другой уже вариант, это прогноз ОГЭ и ЕГЭ, который тоже по классам выстраивается. И, конечно, инструмент для работы с родителями очень интересный.
Я правильно понимаю, что здесь все-таки контролируются элементы содержания? В основном, да, То есть это мы элементы выделяем содержания. умения. Не умения, мы Дополнительные умения закладываем, я тоже показывала. Умения я отмечаю тогда, когда заполняю протокол в дополнительных сведениях. Причем я по-разному пробовала эти протоколы заполнять, и в тот момент, когда мы, например, элемент содержания не выбираем, а только, вот видите, дополнительные сведения у меня снизу написаны. Там мало, но там умения можно указывать. То есть можно указать умение, которое отрабатывается на этих элементах содержания. Отрабатывается. Безусловно, я приму ваше замечание, Татьяна Петровна, оно абсолютно правильное. Конечно, хотелось бы еще дополнить. Хотя бы потому, что в вопросах у нас вперед не содержание. Конечно, я с этим не спорю, да. Поэтому я думаю, что вот этот пунктик дополнительный нужно заполнять. Я очень часто вижу, когда коллеги, я прошу прощения за критику, когда коллеги отмечают даже не конкретный элемент содержания. Видите, у меня раздел «Речь». И отдельный элемент, который я буду. Коллеги очень часто просто ставят галочку, и получается, что они все проверяют. Нет. Ну, а потому что здесь не особенно выбор, что есть. Это с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы отмечаем орфографию и понимаем, что у нас диктант в 5 классе, и то я вижу, что коллеги отмечают всю орфографию, а можно элементы выбрать. И при этом умение прописать, умение, например, различать орфограммы, умение соблюдать орфографические нормы и умение еще и, кроме всего прочего, редактировать свою работу в соответствии с теми орфографическими нормами и в соответствии с теми орфограммами, которые изучены в 5 классе, за уровень 5 класса. Понятно, что это аналитические возможности очень большие у системы. Расширяет. Но они очень серьезно зависят от того, что Сколько учитель компетентен. вот, от действительно компетентности учителя. Вот на экране вообще дальше очень многих факторов. Вот, что, наверное, влечет за собой то, что надо учить раз, это потому что есть. Вот. И это совершенствует систему, потому что если, фактически по простой формуле, какой вопрос, такой ответ. То есть, что заложено, то и повысит. Другой вопрос, что глубина аналитики, вот, и ее многоаспектность, они, конечно, замечательные совершенно. Я посмотрела, то есть то, что учитель, может быть, где-то в душе чувствует, но не может выразить. Оно здесь вот раз, видишь, цветом покрасилось. Но другое дело, как теперь уже интерпретировать эти результаты и как использовать. Потому что абсолютно правильно Татьяна Петровна говорит, если исходить только из содержания и не учитывать учебно-познавательных, учебно-практических задач, не учитывать отдельные группы предметных умений, конечно, здесь будет все равно ступор у учителя. То есть он будет говорить, да мы всегда это делаем на уроке, а что конкретно делаете, да и какого умения хотите добиться, формированности какого умения. Просто не формализуем, а туда и не пойдет. Я обычно учителям советую, что все-таки вот это все замечательно, но что каждая контрольная работа должна иметь спецификацию. И она в плане и отразится. Вот все равно она потом в план контрольной работы ляжет. То есть если спецификация хорошо построена, то в плане контрольной работы мы на основе спецификации сможем указать базового или повышенного уровня. И вот здесь вот попытка, она очень слабая, но все равно в плане контрольной работы и в протоколе работы попытка оторваться от пятибалльной системы, перейти к критериальной системе, но все равно вот здесь тоже вопрос по отношению к образовательным организациям. Потом система, у нас, например, она не отрегулирована пока, да, в образовательной организации. Потом ведь система, она будет предлагать свою оценку в зависимости от того, как договорились учителя по поводу веса этого вида работы. Вот по весу работы здесь у меня, конечно, отметки часто расходятся. То есть система предлагает одно, а я по критериям выставляю. Более того, я бы даже сказала, что это ГИСЭ у нас немножко всех строит. Потому Ну что да. школы имеют право строить свои оценочные системы. Да, И у нас выстраивает журнал. Как нам теперь подружиться? Она свои приказы формирует, свои проблемные компоненты, исходя из своих представлений разработчиков дела. И получается так, что я не свободна. Нет, в весе мы свободны. Нет, коллеги, в весе мы свободны. В весе отметок мы свободны. Вес мы выбираем сами. Это такая вещь, которую она даже не регулирует положениями школьными. Я не видела нигде, чтобы о весе отметки Положение где-то это положение. Локальных факторов нет. Учителя в этом отношении они такое безобразие делают. Только что за раз. Вот с этим я согласна. И вес как бы у нас очень нигде не упоминается эта вещь. Это просто
именно фишка. Получается тибятина какая-то у нас. То есть это не инструмент стандартов. Понимаете? Поэтому на это ориентироваться не стоит. Но то, что вот система оценивания школьная могут не вписаться в это, школа абсолютно свободна в этом, а вот здесь будет явно какие-то... Давайте мы просто этот инструмент попытаемся использовать, потому что ведь все хорошо относительно. Да? И плюсы и минусы. Но хотя бы таким образом можно, ну, как бы вот какие-то вещи, какую-то аналитику получить внятно. Наша программа сейчас все показывает. Чтобы Даже учитель, аналитика да, хоть какой-то чтобы есть. учитель соединил наконец-то содержание с теми умениями на основе, точнее говоря, умения соединил с тем содержанием, на основе которых он отрабатывает, формирует и отрабатывает эти умения. У нас же ведь еще и этого сцепления нет. То есть содержание живет на уроке само по себе, что-то там вот открыли теоретическое, и умения сами по себе живут. Поэтому это ведь вот расхождение очень нам еще мешает в этом-то смысле. С другой стороны, это все равно инструмент очень интересный. Нет, безусловно, интересно. Если Он делался, конечно, в рамках федерального компонента, будет Да, стандартный, пока. но там есть еще и фугосовская составляющая, которую загружать самим надо. Но пока их просто еще не загружают. Загружать. Кстати говоря, вот Лариса Бачна правильно говорит. Вот и Татьяна Петровна спрашивала, какие кодификаторы загружены. Пока система не дает возможности подзагружать. Поэтому мы... ну, скажем, ЕГЭ, скажем, сейчас Да. она более востребована, чем как раз кодификатор ЕГЭ. Потому что мы 7, 8, 9, нам было бы как раз удобнее совершенно любой кодификатор. Ну, можно сказать сегодня, что кодификаторов, действительно, образцов кодификаторов достаточно. И когда вы говорите, сможет ли учитель это сделать, да, при таком количестве образцов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, статградовские работы, которые тоже доступ учителя имеют к этим работам. Наверняка сегодня учитель уже способен к этим всем вещам. Остается только вопрос желания. Надо попробовать, начнешь мыслить, начнут идеи появляться. Ну, даже с таким результатом. На этой радостной ноте. Продолжение разговора. Можно, пожалуйста, вернуться, да? Я еще хотела... Будьте добры, да. Я еще хотела, да, мы уже совершаем. Следующее. Я еще хотела показать вот такую вещь, скажем, на уровне нашей школы, да? Вот даже в журнале, да, проверочные работы какие-то, самостоятельные работы, совершенно непонятного назначения какие-то указанные виды работ, которые даже не понятно, что это такое, да, вот что такое проверочное, что статус, да, что в каждой школе, мы решили так, что мы возьмем и прямо утвердим терминологию, употребляем на начальном этапе. Как я с вами согласна. и что мы Вот не это будем вот больше никаких вот таких непонятных 42 каких-то варианта. работ. Да? И вот мы установили, что вот у нас будут только вот такие формы, и написали, что работы самостоятельные, да, обучающего тренировочного характера относятся к формирующему обучению, и оценка не фиксируется в журнале, количество работы, критерии уточнены в рабочих программах. В главу рабочую программу ставили. Вот. И вот такая табличка. Поскольку по каждому виду работы у нас есть критериальная система, то уже здесь как бы вот вам понятно, что вам непонятно, что за баллы, там, что за процент, да? Но на уровне школы мы приняли эту табличку, да? Критерий каждому формы определения результатов она дается, да? Вот. Ну, а внизу, значит, схема. Это означает, что вот любой тематический раздел, вход это диагностическая работа, предметного, разумеется, характера, да? Затем некое количество тематических зачетов, проверяющих отдельные учебные действия, владение отдельными учебными действиями, да? Вот. Коммуникативными или лингвистическими, неважно, какой компетенции, какой области компетенции будет. И затем контрольная работа, проверяющая уже комплекс, значит, этих учебных умений. И на основе именно только этих отметок и выставляется, собственно, итоговая за учебный период отметка. Вот мы так решили, и я о чем говорю, что каждая школа принимает свои оценочные системы, да? И поэтому вот здесь ДИС-Л, наверное, может быть, не совсем будет вот складываться оценочная школьная система, а мы здесь выбрали сами
Главное, чтобы нам было все понятно, и чтобы потом наша внутренняя оценка совпадала с внешней оценкой. Вот самое главное, чтобы они потом были об одном и том же, понимаете? А мы вправе сами все оценочные шкалы выстроить, и критериальную систему свою выстроить. Скажем, мы решили так, в других школах это будет как-то по-другому. Но самое главное, чтобы охват был всех планированных результатов. Ну и вот последний слайд. Скажем, как вот примерно у нас с вами 4 компетенции. Общекультурная, коммуникативная, лингвистическая, языковая. Да? И чтобы вот не потерялись все 4, да, вот какой-то такой небольшой план на весь учебный год, что является предметом контроля, скажем, каждый месяц, и в виде какой формы, да, это тоже может быть. Накопительный уровень, что ребенок может сделать для того, чтобы, значит, ну, во всяком случае, и, конечно, приложение – это критерии, критерии, критерии. То, что должно быть известно родителям, детям, и, конечно, учитель должен тоже постоянно этим пользоваться. Ну, вот примерно такое видение, как можно было бы на уровне школьного методического объединения выстраивать внутреннюю систему оценки. Повторяю, она может быть абсолютно разной, очень творческой. Я уже очень люблю рассказывать про эту архангельскую школу, там отметки через латиницу, А, Б, С, Д, да. Даже про православную Россию. Я не нашла никаких изъянов в их оценочной системе. Они хотели уйти от стереотипа. То есть вот от этой тройки уйти, от четверки, пятерки, вот этого. И им это вполне удалось. То есть они в эти А, Б, С вложили новое содержание оценки, да, и тогда это было уже ясно. Вот это фотовоз у нас там старая пятибазная система с привычным дополнением, да, а вот это у нас уже новое. И мы тоже такую правду, да. Самое главное, чтобы затем внешняя оценка, федеральная, муниципальная, там, региональная, да, и внутренняя оценка говорили одинаково об одном и том же. Ну и, конечно, как я говорю учителям, сейчас самое главное, пожалуйста, процент выполнения всех заданий. То есть интересует, насколько полно освоены вот эти планированные результаты. Процент, а не сама оценка. Ну что ж, коллеги. Ну, наверное, еще содержание мало должны стать вот эти работы, чтобы все-таки формировать какое-то понимание, какими заданиями мы проверяем. У нас написано, что каждый Критерии, задание, это критерии, результаты проверяют. А задания взаимосвязаны. Задания какие? А изложение у нас является изложением. Да, у вас только изложение, сочинение, сжатое изложение. Да, это правильно? Вот у нас только спор всегда с филологами относительно диктанта. Что считать диктантом базовым? Вот вопрос называется. У вас же считается, что каждое новое слово – это новая задача. Так что повышенный уровень у нас диктанта. Без базового. Повышенный. Тотальный диктант. Понятно, что диктант у нас тоже бывает разный, да? Не всегда это проверка была общей грамотности. Общей грамотности. И это сама по себе задача самая сложная, пожалуйста. Ну что ж, пожалуйста, от гостей есть ли какие-то у вас, может быть, что-то мы не охватили из того, что мы говорили? У вас есть какие-то свои дополнительные вопросы? Переводить. Не считаете. Из разговора еще было возвращаться, потому что сейчас вот много интересного, много нового, но в то же время очень много осталось забыто. И еще, наверное, хотелось бы такого конкретного разговора, знаете, лучший способ на примерах. Ну, в принципе, накопить быстрее. Я не слышала ни у кого, кто вот как умеет его реализовать. Как сделать вот эту накопительность? Какие Имеете индивидуальный прогресс? Да. Индивидуальный прогресс, мы показали, что эти возможности ГИСУ в этом плане. Там есть и портфолио. Ребенок должен видеть прирост своих результатов или его спад. Тогда и будет прирост, но это должна быть фиксация. Это фиксация, это она как раз там, да? Есть возможность там зафиксировать, хотя бы через серию контрольных работ. Диагностических работ. Я пока не говорю о том, что я не увидела нигде в школ внятного ответа, как они это именно делают. То есть просто какие-то ответы я слышу, но конкретной практики я не видела никого. А у нас выйдет какая-нибудь, например, школа и покажет вот свой опыт. Вот, например, как первая гимназия, которая там столкнулась на вообще
совершенно глобальную задачу. Потом подумала и сказала, что ей страшно. Ну, мы их напугали. Вы не напугали, мы объяснили. Что же вы так сделали? Они объясняют, что это страшно. Все, вот там, вот чуть не до 1 класса, до 11-го, и по всем предметам я все создал, и причем все за год, да? Да, при этом, представляете, они создали что-то. У них есть версия, потому что это требует основная образовательная программа. У них есть эти оценочные материалы. Другой вопрос, какие они, но они искренне старались. Они Показали. мы посмотрели, Что есть. то, что есть. Вот. Причем никто не Вот, чтобы видеть, и двигаться дальше, нужно увидеть хотя бы тот опыт, который есть, увидеть, в чем его ошибки этого опыта. На этих ошибках учиться. Давайте препарируем в следующий раз. Татьяна Петровна принесет свои оценочные ошибки. Показать. Ну, не сказать, мы сегодня их приглашали на круглый стол, но они решили, что им рановато. Я думала, они еще мы с удовольствием послушаем. Я думаю, что следующее заседание мы уже определилось, так что... Слушай, временно контрольно-оценочной деятельности, конечно, сидеть будет это сложновато. Нет, ну уже на конкретных средствах. Это я не думаю, что это скучно. Пока для учителя это очень Пока все актуально. весело. Хорошо. Да, то, что весело, актуально. Всем большое спасибо. Да, Да, большое спасибо. Приходите еще.